В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Никому не позволено разрушать государство. Репортаж с пресс-конференции президента. Признали безосновательными. Парламент ответил на требования оппозиции. Интердиалог Апсне.су. Международный студенческий конгресс в Агу. Сегодня президент Рауль Хаджимба на пресс-конференции в Сухуме дал оценку сложившейся общественно-политической ситуации в стране. Глава государства также прокомментировал резолюцию политической партии Амцахара, выдвинувшей требования об отставке президента. Подробности в репортаже Беллы Кварчия. Глава государства подтвердил свое намерение оставаться на президентском посту до конца президентского срока. Рауль Хаджимба отметил, что ультиматумы организаторов съезда Амцахара только удаляют нашу страну от общей для всех цели – создания действительно самостоятельного государства. Организаторы этого мероприятия имеют самое прямое отношение к тому тяжелому положению, в котором находится сегодня наше государство. Это они безоговорочно поддерживали паспортизацию в Галском районе. Это они молчали, когда разворовывались средства российской помощи. И все потому, что им это было выгодно. На каждом детском садике и каждой школе, которая преподносится лидерами оппозиции как великие достижения, прекрасно погрели руки представителей ушедшей власти. Президент подчеркнул, что сегодня власть делает все, чтобы у нашей страны было больше возможностей для развития. Рауль Хаджимба отметил, что именно на это нацелены мероприятия по укреплению дисциплины в налоговой сфере и в банковской системе. Мы уже стали получать первые результаты. Налоговые поступления, как я уже отмечал, выросли почти на 500 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. На такую же сумму осуществлен возврат кредита. Мы приступили к выплате внутренних и внешних долгов, которые были сделаны предыдущими властями. Хочу подчеркнуть, мы осознаем непопулярность мер, связанных с введением новых платежей, таких как пошлина на орех. Но все мы должны понять, что содержание государства – это долг каждого гражданина. Если мы не хотим содержать наше государство, то кто это будет делать вместо нас? Президент напомнил, что нынешние власти оставили в наследство около 3 миллиардов внешних и 800 миллионов внутренних долгов. При собственном бюджете в Абхазии на тот момент в 2 миллиарда рублей. Сегодня этот показатель равен уже 3 с лишним миллиардам. Отвечая на вопросы журналистов, Рауль Хаджимба сказал, что возможности для диалога с различными политическими силами существуют, в том числе с оппозиционной партией Амцахара. Прорабатываем сегодня соответствующие мероприятия. И что касается возможности диалога, он существует. И никто не говорил о том, что мы закрыты. Мы открыты и для дальнейших разговоров, но ту риторику, которую они используют, те ультиматумы, которые они ставят, они не приемлемы. Таким тоном разговаривать, думаю, будет очень сложно. Президент ответил на вопросы о кадровой политике, о динамике российско-абхазских отношений. Он отметил, что отсутствие денег в рамках инвестиционной программы социально-экономического развития страны на 2015-2017 годы не означает ухудшение отношений с Россией. Также президент Рауль Хаджимба сказал об ответственности за проведение незаконной паспортизации в стране в период правления прежней власти. Новый начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры. Все эти материалы вновь поднято им, и вы в ближайшее время увидите результаты этой деятельности. Отвечая на вопрос о грядущем мандариновом сезоне, президент отметил, что пока нет намерения облагать этот продукт налогом. Прорабатываются вопросы, которые не создали бы каких-либо проблем для нашего населения. Что касается так называемых имиджевых дел, и что касается того же вопроса пошлин по цитрусовым, я хотел бы спросить у тех господ, которые принимали то решение тогда, как они сказались на населении, как это сказалось на качестве жизни на селе? Никак. Зато посредники разбогатели так, что мало не покажется. В ходе пресс-конференции президент ответил еще на ряд вопросов журналистов. Белла Кварчия, Эльдар Дамиров, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.
Полностью пресс-конференцию президента Абхазии Рауля Хаджимба смотрите в нашей программе после новостей. Также сегодня в программе абхазского телевидения прямой эфир, в котором принимают участие представители власти и партии Амцахара. Парламент республики провел внеочередное заседание сессии, на котором обсуждалось постановление об обращении Народного собрания к народу Абхазии. Напомним, накануне участники внеочередного съезда политической партии Амцахара приняли резолюцию, в которой, в частности, содержится требование о назначении досрочных выборов президента. О том, к какому решению пришли депутаты, расскажет Сария Смар. Депутаты обсуждали общественно-политическую ситуацию, сложившуюся сегодня в стране. В частности, резолюцию 6-го внеочередного съезда политической партии Амцахара. Парламентарии отмечали необоснованность требования оппозиции о назначении Народным собранием досрочных выборов президента. Сегодня парламент в рамках своих конституционных полномочий не может назначить новые выборы, так как у нас есть законно избранный президент, действующий. Он не прекратил свои полномочия добровольно, не покинул республику, не заболел, не умер. Поэтому здесь как раз-то именно парламент должен действовать в рамках Конституции. А призыв к назначению новых выборов без основания, если это в политических каких-то претензиях, скажем, к действующей власти, парламент не может идти на такие антиконституционные действия. По мнению депутатов, президентские выборы в 2014 году прошли в соответствии с законом. Все политические силы республики, участвовавшие в выборах, признали их результаты, подтвердив легитимность проведенной избирательной кампании. Президентские выборы прошли строго в соответствии с нашим законодательством, и под сомнение это ставить нельзя. В данном постановлении она четко озвучивается. Учитывая сложность сложившейся ситуации, депутаты парламента призывают руководство страны, общественные и политические силы к консолидации, конструктивному диалогу, взаимопониманию, взаимоуважению в целях сохранения общенационального согласия и стабильности в стране. Сария Смыр, Артур Каландия, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Обращение Народного собрания к народу Абхазии зачитал спикер парламента Валерий Бганба. В соответствии с частью 1 статьи 67 Конституции, а также частью 2 статьи 6 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах президента Республики Абхазия, Народным собранием парламентом Республики Абхазии принято решение 31 мая 2014 года номер 3520 о проведении досрочных выборов 24 августа 2014 года в целях необходимости урегулирования внутриполитической напряженности в республике, непосредственно влияющей на безопасность страны и ее граждан и сохранение государственности Абхазии. На состоявших выборах президента Республики Абхазия 24 августа 2014 года в первом туре победу одержал Хаджимб Рауль Джумгевич. Все политические силы Республики Абхазия, участвовавшие в данных выборах, признали их результаты, подтвердив легитимность проведенной избирательной кампании, что исключает обоснованность требований о необходимости назначения парламентом досрочных выборов. Народное собрание парламента Республики Абхазия, являясь законодательным органом страны, представляющим интересы всего народа Абхазии, используя представленные конституционные полномочия, считает необходимым отказаться от политической риторики, последствия которой способны привести к дисбалансу ветвей власти, дестабилизации общественно-политической обстановки и негативно отразиться на основах суверенитета и государственности Республики Абхазия. Учитывая сложность стоящих перед нашей страной задач, понимая значимость и необходимость консолидации всего народа Абхазии, призываем руководство страны, общественные и политические силы к консолидации, конструктивному диалогу, взаимопониманию, взаимоуважению в целях сохранения общенационального согласия и стабильности в государстве. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» расценивает требования, выдвинутые внеочередным съездом партии Амцахара, состоявшимся 21 октября, как неконструктивные, необоснованные ни с правовой, ни с политической точки зрения. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении партии. Выступавшие на съезде лидеры оппозиционных партий и общественных организаций преследовали лишь одну цель – представить деятельность нынешней власти исключительно в негативном свете, отмечается в заявлении. Безответственность заявлений оппозиции о недоверии к президенту Абхазии и об его досрочной отставке заключается в первую очередь в том, что для подобной постановки вопроса надо иметь веские юридические и политические основания. Спрашивается, в чем лидеры партии Амцахара и их единомышленники
сторонники могут обвинить Рауля Хаджимба в нарушении Конституции Республики Абхазия, в предательстве национальных интересов, в причастности к коррупционным делам или еще в чем-то. Заранее можно предполагать полную абсурдность любых ответов на эти вопросы, отмечается в заявлении. Исходя из вышеизложенного, Форум Народного единства Абхазии считает необходимым заявить: Республиканская политическая партия «Форум Народного единства Абхазии» расценивает требования партии Амт-Сахара об отставке президента Абхазии неправомерным, необоснованным, продиктованным реваншистскими настроениями. Президент Рауль Хаджимба избран всенародным голосованием в полном соответствии с Конституцией и выборным законодательством Республики Абхазия. Выборы признаны легитимными и международными наблюдателями. На военном полигоне Цабал в Гулрипском районе артиллерийская группа Министерства обороны Абхазии сегодня провела боевые артиллерийские стрельбы. Тем самым военнослужащие завершили полевой выход. В завершающем этапе учений также приняли участие солдаты комендантской роты Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия. Были отработаны различные варианты отражения наступления условного противника в горно-лесистой местности. Я считаю, что каждый сейчас офицер, каждый солдат, получил в первую очередь практику. Практику сегодня, практику получит завтра. В целом это уже будет превращаться в определенный опыт, а опыт дает нам уверенность в том, что и в боевой обстановке каждый на своем месте качественно выполнит боевую задачу. Сегодня общественность Гудауты проводила в последний путь бывшего заместителя министра обороны и депутата 5-го созыва Народного собрания Республики Абхазия, кавалера ордена Леона Зураба Авицба. Сотни людей пришли проститься с человеком, который внес большой вклад в создание вооруженных сил республики во время Отечественной войны народа Абхазии, обеспечение ее тыла. Как бизнесмен, Заур Авицба оказывал большую финансовую помощь району, в бюджет которого им было зачислено порядка 8 миллионов рублей. Все, кому довелось общаться с ним, вспоминают его как спокойного, уравновешенного, глубоко порядочного человека. Всю свою жизнь Заур Николаевич принимал активное участие в общественной и политической жизни Республики Абхазия. Смерть Заура Авицбы, патриота Абхазии, большая утрата как для семьи, близких, так и в целом для народа Республики Абхазия. По последней информации из МВД Республики, в Гудауте задержан подозреваемый в убийстве Заура Авицба. Это Беслан Рудольфович Хагба, 1986 года рождения, который уже сознался в содеянном. Абхазские и нижегородские студенты принимают участие в открывшемся сегодня в ВАГУ 8-м международном конгрессе «Интердиалог.Абсне.су». Конгресс проводится с 2008 года. Изначально он носил ознакомительный характер. Со временем появилась программа, стали обсуждаться актуальные темы. О том, что будут делать участники нынешнего конгресса, в открытии которого принял участие и президент Абхазии, расскажет Рената Шакая. В этом году темой встречи студентов стала история и истоки абхазского и российского народов. Президент Рауль Хаджимба, приветствуя участников Конгресса, отметил важность проводимого мероприятия. Глава государства подчеркнул важность сохранения своих культурных особенностей и традиций, которые прошли через столетия. На мой взгляд, сохранение культуры и идентичности является одним из главных смыслов существования государства. Россия объединила многие народы и всегда являлась гарантом сохранения их своеобразия, развития культуры и образования. Посредством русской культуры и русского языка для этих народов стали доступны достижения мировой цивилизации. Перед нами стоит общая задача, участвуя в процессах, которые нам диктует глобализация, с одной стороны, быть конкурентоспособными и открытыми миру, с другой – не допустить стирания тех ценностей, которыми мы дорожим и хотим передать потомкам. Специальный полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев, обращаясь к участникам Конгресса, сказал, что такое традиционное общение, которое проходит в его рамках, имеет исключительное значение. Примерно через 5 лет вы все закончите вузы, пойдете в большую жизнь, займетесь политикой, займетесь бизнесом. И где-то лет через 10-15 вы займете в этих областях общественной и политической жизни наших стран командные высоты.
И вот в это время будет особенно важно, что вы знаете друг друга, что вы дружите с друг другом, что в этой ситуации российским бизнесменам не придется, как это сейчас происходит, посещать Абхазию для того, чтобы с нуля изучать эту страну. Церемония открытия прошла в праздничной обстановке, которую создали хореографические и вокальные номера, подготовленные студентами. Конгресс – это не только площадка для общения и творчества, но и для реализации совместных молодежных инициатив. Участники уверены, что 8-й конгресс, как и все предыдущие, стать реальным проектом, которые воплотятся представителями новых поколений Абхазии и России. Сегодня в наше время, как все видят, массовая культура, глобализация массовой культуры, этот конформизм, который у нас в мире существует, он, конечно же, разрушает культурные ценности, традиционные ценности. Наша главная тема – это сохранение единства народов и нашу национальную культуру. Я знал существование такой страны, как Абхазия, но я не мог представить себе вот эту нравственную такую культуру, которая здесь присутствует. Это действительно есть чему поучиться у ребят, проживающих в Абхазии, потому что ту нравственность, тот менталитет, который они несут через века и поколения, это действительно то, чему нужно учиться много молодежи, которая у нас сейчас есть. Абхазия с очень большой, с очень богатой историей, которую просто познаешь и которая потрясает какими-то очень интересными фактами, которые ты видишь здесь, наблюдая эти исторические памятники определенные, да все что угодно. Каждое местечко вообще наполнено какой-то очень насыщенно богатой историей. Работа 8-го международного конгресса студенческой молодежи интердиалога «Обсны.сю» продлится 3 дня. Будут проводиться круглые столы, конференции, мастер-классы. В конгрессе принимают участие более 120 студентов. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 62 рубля 79 копеек, евро 71 рубль 9 копеек. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем плюс 25-27 градусов. Температура морской воды плюс 23 градуса. По сухому облачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16, днем плюс 26 градусов. Информационный выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире.